Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Сахамин Миланович, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о обстановке пожароопасной в нашей республике. Доброе утро. Сегодня у нас действует 171 лесной пожар на площади 3 миллиона 948 тысяч га. Проводим работу по тушению 62 лесных пожаров на площади 1 миллион 318 тысяч га. Локализовали 8 пожаров на площади 64 тысячи га. Всего ликвидировали 18 пожаров. Работает у нас сегодня почти 5000 людей, 751 единица техники. Вновь обнаружили 21 лесной пожар на площади 3880 га. Вчера мы провели оперативное совещание по итогам правительственной комиссии, где провел Зиничев, министр МЧС, и принял участие Айсен Сергеевич. Нам поставлена задача распланировать работу вновь прибывающих сил и средств МЧС Российской Федерации. Дополнительно прибывает Ми-26 ВСУ на 15 тонн и Ми-8. Оперативным штабом принято решение задействовать эти воздушные суда на тушение лесных пожаров, которые уже перешли границу Намского и городского округа город Якутск. Значит, будет мобилизована дополнительно вездеходная техника и гусеничная техника для обслуживания данных лесных пожаров. Угроза населенным пунктам существует. Это 13 населенных пунктов. На карте я могу показать общую ситуацию по республике Саха-Якутия. Уважаемые жители Якутии, представляем вам обзорную карту лесных пожаров в центральной части республики Саха-Якутия. Напоминаю, что чрезвычайно высокий класс пожарной опасности – это 5-й класс. Здесь действуют природные факторы – это температура воздуха, ветровая нагрузка и отсутствие осадков с момента последних дождей. На обзорной карте мы показываем общую ситуацию по республике Саха-Якутия. Это Вилюйская группа. Сегодня мы решили сосредоточить силы вот Ортосорт, это Вилюйский улус. Как вы видите, огонь, это 44-й лесной пожар, идет со стороны юга, и вот 59-й с севера. Поэтому здесь сегодня принято решение тоже нарастить силы и средства и не проводить передислокацию сил и средств, которые здесь находятся. На особом контроле у нас находится вот 24-й пожар, который вот пересек границы городского округа город Якутск. Здесь вот как раз на обслуживание этого пожара будет работать вновь прибывшая вертолетная техника Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Ми-26 ВСУ на 15 тонн. По наземной зоне мы сегодня решением оперативного штаба выделяем дополнительную бульдозерную технику, вездеходную технику. Ну и под наблюдением находится вот Магарас, Кюлюлях, Бешкюль, также Усалданские пожары, Кабеконцы, Фрунзе, это в Намском улусе, Усалданские пожары, вот 20-21 и, конечно, Чурапчинский пожар в Меджахсе. Ситуация на 13 августа вот такая достаточно острая. Силы и средства лесопожарных формирований Республики Саха-Якутия, федеральных сил и МЧС Российской Федерации работают на тушение лесных пожаров и на охрану населенных пунктов. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Крупнейший тяжелый вертолет Ми-26 направят в республику для транспортировки спецтехники, применяемой в тушении лесных пожаров. Сегодня, 13 августа, объявили нерабочим днем в связи с сильной задымленностью из-за лесных пожаров в 11 районах и городах республики. Сегодня российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает свое 20-летие. Расскажем об этом подробнее.
Глава республики Айсен Николаев провел брифинг о ситуации с лесными пожарами на территории региона. Всего в Якутии тушится 62 лесных пожара, на которых задействовано свыше 5000 человек и более 700 единиц техники. Пожары также действуют рядом с 14 населенными пунктами. По всем ним сделан отдельный план защиты, утвержденный руководством МЧС России. Глава Якутии также отметил, что текущая ситуация с лесными пожарами является сложной. Опасность по районам республики наблюдается в Намском, Горном, Чурапчинском, Усть-Алданском, Кобяйском районах. Есть угрозы также в Татинском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском улусах. По всем этим населенным пунктам сделан отдельный уже план защиты. Он утвержден как раз и уже руководством МЧС. Мы по всем этим планам сейчас действуем. Группировки развернуты. Мы уверены, что пожар в населенные пункты не войдет. Ситуация при этом по некоторым населенным пунктам достаточно тяжелая. Не скажу, что критичная, но тяжелая. В течение дня мы несколько таких маневров с передислокацией наших сил оперативных производили. Это позволило нам ситуацию под вечер стабилизировать. Крупнейший тяжелый вертолет Ми-26 направят в республику для транспортировки спецтехники, применяемой в тушении лесных пожаров. Об этом также сообщил глава региона в ходе брифинга о лесопожарной обстановке по итогам облета пожаров с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Кроме того, тяжелый вертолет будет оснащен водосливным устройством объемом до 15 тонн воды, как и у самолета-амфибии Б-200. Также в готовности к вылету в Якутию находятся пожарные Приморского и Хабаровского краев. На данный момент они не могут прибыть в республику из-за сильной задымленности, поэтому ожидают улучшения метеоусловий. Определены уже пути усиления авиационной группы. Пока у нас здесь, в Якутске, не могут садиться самолеты Б-200 и Ил-76, конечно, нам надо наращивать вертолетную группировку. И я такое предложение Евгению Николаевичу сделал, Зинычеву, министру по чрезвычайным ситуациям. Оно было поддержано им. И уже завтра днем здесь у нас должны прибыть 2 вертолета с водосливными устройствами. Один Ми-8 Самурской области, где он работал на паводки, а второй вертолет Ми-26, он прибудет сюда с Хабаровского края. Этот вертолет, который может поднимать, в том числе и уже предислоцировать тяжелую технику, что особенности важно для тушения пожаров и для их локализации здесь, на Намском районе, где достаточно труднодоступные пожары у нас идет. И как раз вот для того, чтобы туда бульдозеры перебрасывать, вот эта техника понадобится. Ну и кроме того, Ми-26 может поднимать водосливное устройство, в котором до 15 тонн воды одномоментно он может сбрасывать. Это практически то же самое, что и Б-200, даже больше. Поэтому вот это появление вот этой техники нам позволит как раз сейчас стабилизировать и улучшать ситуацию рядом с нашими населенными пунктами, которым угрожает огонь. Сегодня, 13 августа, объявили нерабочим днем в связи с сильной задымленностью из-за лесных пожаров в 11 районах и городах республики. Об этом сообщил глава региона. При этом он уточнил, что день станет нерабочим для всех, кроме работников экстренных служб. Он попросил жителей провести выходной день дома, чтобы защитить себя от дыма. Выходной день следует провести дома, так как синоптики сообщают, что ситуация с дымом завтра будет улучшаться не ранее после обеденного периода, подчеркнул Айсен Николаев. Безусловно, дым от пожаров, он крайне негативно сказывается и на самочувствии людей, в особенности на пожилом нашем населении, на беременных женщинах, детях. И для того, чтобы минимизировать эти последствия, я принял решение, сегодня подписал вечером уже указ о том, что завтрашний день у нас объявляется нерабочим для 11 муниципальных образований. Это, в первую очередь, город Якутск, городской округ Жатай и центральный Намский, Горный, Хангаласские районы, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Татинский, Усть-Алданские районы. Всего 11 муниципальных районов и городских округов на завтрашний день объявляется выходной день, кроме тех учреждений, которые обязательно должны работать, например, учреждения здравоохранения, аптечные сети, предприятия круглосуточного режима. Глава Якутии Айсен Николаев дал интервью телеканалу «Россия-24» о лесопожарной обстановке в Якутии, в том числе про задымление в аэропортах Якутска и Мирного, и насколько это усложняет работу. Безусловно, задымление по
аэропорту города Якутск, который у нас сегодня наблюдается, оно значительно усложняет нам работу по переброске сил и формирований к МЧС и лесопожарных формирований для более быстрого реагирования на возникающие угрозы. Так, например, мы сегодня не могли поднять самолет-зондировщик для вызывания искусственных осадков. Были проблемы также с вылетами вертолетов с водосливными устройствами из-за очень сильного задымления, которое в течение дня у нас по аэропорту города Якутска было. По Мирному ситуация у нас гораздо лучше, хотя временами сегодня аэропорт Мирного был закрыт, но закрывался он все-таки не из-за задымления, а уже из-за тумана, которые там у нас сгустились, так как вот, в том числе из-за работы самолета-зондировщика прошли дожди несколько дней назад, и вот сейчас там у нас по Мирному проблема уже немножко в другом, тумана. Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии, прерванное по причине природного пожара. Работники центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстанавливают электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Татинского и Усть-Алданского улусов, прерванное по причине природного пожара. Накануне вечером в результате природного пожара под ограничение электроснабжения попала сеть потребительской Центральной Якутии. Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам. На данный момент на местах вводятся в работу дизельные электростанции. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электричество в дома граждан как можно в более короткие сроки. К другим темам. Сегодня, 13 августа, российская телевизионная радиовещательная сеть РТ-РС отмечает свое 20-летие. В этом году компания признана лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций России. В 2010-е годы РТ-РС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть. Сегодня в филиале работает 191 человек. Цифровая телесеть из 211 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием более 95% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Саха» на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» и передачи «Якутия-24» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 21 радиостанцию в FM-диапазоне. В день рождения предприятия телебашни Якутска, Биробиджана, Благовещенска, Калининграда, Калуги, Сочи, Челябинска и других городов включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. К этому часу это все новости. Хорошего дня!